Я во второй книжке писал, что у нас есть сознание, мы, человек, это существо многослойное. У нас есть верхний слой сознания, который непосредственно связан с телом. У нас есть слой сознания, более глубокий, он связан с телом и с тонкими структурами. У нас есть другой слой сознания, который связан еще с более тонкими структурами. То есть мы думаем одновременно в нескольких режимах, минимум в 3. Так вот, на внешнем уровне, скажем, яблоко выглядит вот так, а на уровне подсознательного оно выглядит совершенно по-другому. Там другая схема видения мира. Вроде бы, ну и что такого? Так вот, что получается. Если я не люблю какого-то человека, просто я его не люблю, то это означает для сознания, что я его не хочу видеть и не хочу с ним встречаться. Что плохого? Ничего. Если вот эта тема «я не люблю» ушла в подсознание, то там она выглядит иначе. А выглядит она так. Если в моем сознании есть различные позиции, встретился, не хочу общаться, не хочу говорить, хочу вообще отойти в сторону, хочу сказать, чтобы не подходил и так далее, то есть вроде бы много вариантов, то в подсознании, поскольку там уровень единства выше, там 2 позиции. Все, что я не люблю, не должно существовать. Все, что не должно существовать, должно быть уничтожено. Поэтому все, что я не люблю, должно быть уничтожено. Поэтому как только я отказываюсь внутренне от любви к какому-то человеку, от теплых чувств к нему, а это бывает, когда я его осуждаю, когда плохо говорю, когда говорю, вот он негодяй и так далее, то есть отрицая его божественную суть, когда я не вижу в человеке божественное и говорю, вот он негодяй. То есть я отказываюсь от любви к нему на всех уровнях. Это означает, этот человек должен умереть. И тут же включается программа его уничтожения. Я раньше не понимал, для меня это было парадоксом, я думаю, какой-то, наверное, здесь сбой. Я смотрю, идет пожелание смерти другому человеку. Ну, ненависть, думаю, желание убить. Я смотрю на тонком плане, как это выглядит. Всего-навсего нежелание с ним общаться. Думаю, ничего не понимаю. Просто женщина не хочет видеть любимого мужчину, потому что он ее обидел. Идет пожелание смерти ему, не себе, а ему. Для меня это было несколько лет неразрешимой загадкой. И только потом я понял, как только мы отрекаемся от любви кому-то, мы говорим внутренне, ты плохой. Значит, я тебя не люблю, ты плохой, раз ты плохой, ты не должен существовать. Мы включаем механизм его уничтожения. Если он защищен, то мы начинаем убивать себя.